тукумдашкан авторитардык. Русские. Мне бы хотелось сказать, данная акция не против России самой как государства, данная акция не против русского народа, данная акция против кремлевской политики, которая на сегодняшний день является не неонациональной, неоимпериалистической политикой. Я бы хотел всем напомнить, пожалуйста, после того, как вы придете домой, погуглите, пожалуйста, последнюю статью господина Владислава Суркова. Вот то, что он написал в своей статье 1,5 месяца назад, началось осуществление с Казахстана. В скором времени она перейдет в Кыргызстан. Краткое содержание данной статьи заключается в том, что Россия после 1991 года потеряла свое влияние на многие республики бывшего Советского Союза. Наша задача, говорит Владислав Сурков, а он является рупором Путина и рупором Кремля. Сурков говорит, мы сейчас должны объединить силовым методом все бывшие республики Советского Союза, куда входит и Кыргызстан. Казахстан уже, будем считать, что объединили. Потому что если Россия зашла туда, уже никогда уже вряд ли выйдет. Поэтому мы должны об этом помнить, уважаемые друзья. И второе, мне бы хотелось сказать юридическую сторону вот сегодняшнего мероприятия, которое вот за нашими спинами происходит. Во-первых, если вы знаете, Пашинян, премьер-министр Армении, который на сегодня является председателем ОДКБ якобы, он сказал, я решил, говорит, что необходимо обратить внимание на слова Токаева и вести силу ОДКБ. Он решил. Он что, решает за Казахстан? Самым высшим органом ОДКБ является Совет ОДКБ, куда входит в том числе и наш президент Садыр Нуркожоевич. Он был на этом совете? Нет. Он подписывал какую-то бумагу? Нет. Вот что рассматривает сейчас Джогорский Кенеш? Какой вопрос? Если вопрос стоит о вводе войск, во-первых, это должно быть какое-то решение членов государств ОДКБ. Данное решение должно рассматривать Джогорский Кенеш. А сегодняшний день они рассматривают предложение нашего президента. Президент, еще раз повторюсь, нелегитимен решать эти вопросы. Этот вопрос может решать только Джогорский Кенеш. Поэтому, уважаемые друзья, уважаемые кыргызстанцы, независимо от того, какое примет решение Джогорский Кенеш, мы свою позицию высказали. Но мы точно знаем, если сегодня будет принято решение о том, что наши войска будут введены в Казахстан, то это будет являться преступлением в первую очередь против кыргызского государства, во вторую очередь против дружественного казахского государства. И вот то, что вчера говорил президент, сегодня озвучивает Ташиев, что якобы наши войска не будут соприкасаться с населением Казахстана. Да это чушь собачья. Что, они в степи будут лежать в палатке и никуда не вылазить, что ли? Они все равно будут выполнять какие-то боевые там действия. Перед ним будет постоянно боевая задача. Вот, допустим, примерно, вот им дадут охранять какой-то банк. А вот 2-3 идиота всегда найдутся, решат посягнуть на этот банк. А что, наши не будут стрелять? Убьют 3 казахов. И все. И кыргызстанцы будут кем? В том числе и геноцидом казахского народа. Это в первую очередь. И во-вторых, вчера я так понял из выступления нашего президента, то, что он все время в Фейсбуке обращается, что якобы мы сегодня, если не поможем Токаеву, то завтра перевозка грузов через Казахстан затруднится. А он подумал, что Токаева осталось там 2-3 месяца всего в этом Казахстане. Уйдет российское войска, не будет Токаева, как нету сегодня там Назарбаева. И вот тогда, когда новое демократическое государство придет управлять Казахстаном, вот тогда они припомнят нам и наши войска, и позицию нашего правителя, и позицию нашего Джогоркого Кенеша. Алга Казахстан, Жашасын Кыргызстан!